Всем привет, друзья! Всем привет, подписчики! Сегодня у нас 28 апреля. Заканчивается второй месяц весны. Скоро май, майские праздники. Но сегодня воскресенье, вербное воскресенье еще. Плюс решили мы выехать неподалеку от дома, недалеко, километров за 150, наверное, в Орловку. Там когда-то, несколько лет назад, мы туда ездили, случайно попали в какое-то ущелье, там заброшенный завод какой-то в горах. В общем, тоже посмотрим, что там сейчас есть. Сейчас мы остановились на объездной. Погода такая серая, гор не видно, наших гор, а вот со стороны Казахстана вот такой пейзаж сейчас покажу. Это трасса Бишкек-Нарын-Торугард, в ту сторону Нарын, Иссык-Куль, в той стороне Бишкек. И вот казахская сторона, там граница. Гор не видно, только предгорья. Скот где-то там пасется, стадо. Какой-то цвет светлый. Снег? Нет, вряд ли это снег. У нас с неделю где-то дожди периодически подливали. Да, вот так. Ну, мы выезжали из дома +8, здесь +5 всего. Обычно наоборот, всегда здесь теплее, чем... Тут тоже скот пасется, уже кыргызский. Там канал, сейчас посмотрим, что в нем есть, нету. Да, вот вода по каналу передвигается. Как-то он называется, но я не знаю. Канал должен иметь название. Все, мы едем сейчас дальше. Проехали мы Орловку. Село, наверное, это, или город, не знаю, наверное, село. И свернули, вернее, дорога нас сама сюда так ведет. Вот такая старая, разбитая, асфальтированная когда-то дорога. И такая погода. Серая, мрачная. Едем мы туда вдаль, дальше, в этот туман. Сыро, мокро, все вокруг. На траве роса. Там речушка небольшая какая-то. И столбы, видимо, электричество идет к этому предприятию какому-то. Такая роса. Поехали дальше. Вот мы добрались до такой вот афиши, да? ПГТ Бордунский. Поселок городского типа Бордунский. Ну, погода такая сегодня серая. Мало чего хорошо разглядеть можно. Там речка внизу. Мусора тоже очень много. Смывало или люди набросали. Сейчас будем дальше подниматься. Фонарь даже не старый. Проезжаем такие вот, люди хозяйством занимаются, живут здесь.
там с той стороны. Проезжали пасеку, было видно. Блин, ну плохо очень видно сейчас. Или... Такие домики. Интересно, дома деревянные. Дикие цветут. Вот так проезжаем мимо такого здания разрушенного почти полностью. Что-то было, не знаем что. Ну такое не одноэтажное здание. Поехали дальше. Тут мечеть видно. Недавно выстроена. А сзади какие-то развалины вон виднеются. И так вот можно увидеть. Старая аллейка какая-то советская, вот такая. По обочине асфальт был на ней. Ну и сейчас еще остатки есть. И тоже какие-то плиты. Сейчас дальше будем ехать. Тут тоже вот что-то было. Остатки. Какие-то столбы остались. И кафель. Главное, кафель остался. Какое-то здание было. Какое-то для чего-то предназначался. А там он старый двухэтажный дом. Ну там люди живут. И вот рядом с домом сараи. Сарай новый вон построили. Вот такой кафель. Почти весь уже разрушенный. И кирпичи вокруг тоже ломаный кирпич. Что-то было непонятно. Лотки лежат тоже уже заросшие. Ирригационная система там, или как она называется. И тротуары. Вот это мы тоже в прошлый раз видели, запомнили, такие вот старенькие. Когда-то жили люди вот с такими балконами, с таким оформлением, да. А сейчас тут видно, скотину держат. Сарай. И там он тоже что-то разваленное. Там вот старые какие-то постройки. Ну это сарай просто тоже. Плохо видно, но видно. А тут вот наверх вели вот эти ступени. Сейчас пойдем посмотрим, что там вверху можно увидеть. Видимо, тоже здесь когда-то стояли дома. Да, фундамент, наверное, был. Лестница. А вон из камня фундамент. Сейчас еще туда посмотрим. Здесь еще вот тоже следы какого-то сооружения. Такое крыльцо было. Теперь крыльцо в никуда. Вон там сверху тоже видно, что-то развалили. Разобрали. Сейчас пойду чуть выше. Тоже вон там сарай сейчас походу. Здесь тоже как загон. Вот кормушка даже для баранов. Тоже люди используют в качестве загона для скота. Но я думаю, строилось все равно не для этого. Ну тут 100% сейчас видно, скот держат.
Но все-таки был это фундамент каких-то зданий. И не фундамент, стены. Кирпич, камни. Ну там вон еще одно такое же. Без крыши, но стены почти целые. Все, туда не пойду. Пойду вниз к машине. Тут вот еще мы увидели такая вот нарциссы, видимо, тоже давно. Сейчас бы кто их здесь сажал? Когда-то посажены и растут сами по себе, потому что их видно густо очень. Они же луковичные. Луковицы под землей размножаются. И такие заросли получились нарциссовые. Тут мы проезжаем вот такой домик более-менее состояние, ну тоже типа такого, построен был в одно и то же время с теми. С трубой из окна. А там даже детская площадка свежая. Вот такая новая детская площадка. Видно, что еще она очень не старая, а очень новая. Куры пасутся. Клуб был, блин. Тоже что-то здесь было. Быстрее окна закрыли чем-то. А, вон теперь Там коробки скот стоят. стоит загороженный. Такое вот большое крыльцо было. Какие-то арки разрушенные с металлическим каркасом. А теперь здесь тоже загон для скота. Поставили столбы, огородили. И ступеньки вниз. Какой-то вход в подземелье. Пойдем, сходим. Нет, не пойдем. Ага. С этой стороны тоже какое-то здание старое. Но им кто-то пользуется, да. Тоже все разрушено. Вот здесь, наверное, честные были. Скорее всего. Что туда дорога ведет вверх. Куда-то. Ну, мы прямо едем. Тише. И дерево выросло уже. Подымались мы вверх по дороге. И вот к такому шлагбауму подъехали. Дальше проехали, там вагончик, охранники стоят. Короче, сказали, нам нельзя находиться, разворачивайтесь. В общем, там завод какой-то старый. Они сказали, что он не работает, но его охраняют. А вот так, блин, вокруг все в тумане. Видимость не тьма, ну прям вообще непонятно. Спускаемся теперь обратно. Вот такое трехэтажное какое-то строение. Наверное, здесь был завод тоже какой-то. Опасно
рядом быть, по-моему. Внутрь не буду заходить, крыша обрушилась он там. Вот такое еще. Что-то такое мы здесь увидели, разрушенное. Поднялись и уперлись вот в такой забор. Это вот недавно только, видать, разбирают. Тоже что-то было. Такой парадный вход. Видно, много людей здесь приходить, подымались туда-сюда, спускались. Какой-то цех был. Какой-то отдел. В общем, такие вот остатки советского прошлого и результат перестройки Горбачевской. И еще какие-то построения разобранные с подвалом. Или это просто первый этаж, упирается в гору с одной стороны, а с другой стороны двери, окна. В общем, вот так. Встретили мы тут одного жителя местного. Говорит, живет здесь с 77-го года прошлого века. Оказывается, здесь были 4 цеха. Вот один из них мы сняли, в другой нас не пустили. Там, оказывается, сейчас разбор идет самих зданий. И охрана, это как раз эти разборщики были, а не охрана.
которые нам сказали оттуда уехать. Вот так, в общем. Говорит, 4 цеха были и редкоземельные металлы здесь добывали. Где-то в перестройку, 88-й, 9 год. Это все начало замолкать. В общем, так. Ну, вот кто люди здесь остались, занимаются животноводством. И больше здесь заниматься нечем. Ну все, спускаемся в Орловку, там еще покажу. Ну вот так, друзья, выглядит сейчас окраина Орловки. Там тоже разрушаются дома. Ну не все, но вот некоторые. Тоже вот пустующие квартиры. Ну вот в этом доме вроде все пустуют. А там дальше есть дома занятые. Но эти дома нормально обжитые. Тоже 4-этажки, да? Да. Типичное советское построение, советские. С одной стороны гаражи, а с этой стороны дома. Ну вот тоже здесь опять пустующие видим квартиры. Ну все, в общем. А нет, еще я хочу памятник Ленина показать, там будет. Тоже вон там видим трубу какую-то с антеннами. Видимо, тоже какое-то предприятие остановленное, скорее всего. Это, наверное, детский сад. Да, видно, что детский садик. В общем, вот так. Там вроде 2-этажные дома. Гаражи. Горы. Зеленые. И вот советское наследие. Вот это, видимо, центр Орловки с памятником Ленину, еще пока стоящему. Сзади, позади него там, видимо, базарчик какой-то, магазины. Вот такое древнее, не древнее, старинное здание, да, старой архитектуры какой-то, советской тоже. Ну и вот так вот. Там, видимо, какие-то административные здания с флагом. Все, наверное. Ну, как-то ухожено, елочки в горшках, таких больших бетонных посажены. Да, вот, друзья, еще что хочу показать. Вот так здесь все-таки что-то делается, обновляется. Новый тротуар закладывается. Тоже с арыком, с лотками. Трубы вот так перед дворами ложат. Такие дела. Ну все, мы выдвигаемся в сторону дома. В общем, кто посмотрел, кому что понравилось, ставьте лайки. Да, еще, может быть, я там выразился неправильно. Добывают в этом ПГТ Бурдунском, добывали, вернее, редкоземельные металлы, сказал. Ну, возможно, я неправильно выражаюсь, кто в теме, могут посмеяться. Редкоземельные, может быть, ископаемые, правильно было бы. В общем, все. Ладно, всем пока, до свидания. Будьте здоровы.